Пожар в здании Союза художников – огромнейшая трагедия, которую можно сравнить лишь с годами Отечественной войны народа Абхазии. Чувство невосполнимой утраты до сих пор терзает душу жителей республики. Были утрачены тысячи произведений художников, живописцев, скульпторов. 60 лет в здании Союза художников проходили выставки Рериха, Бубнова и Чачба-Ширвашидзе. Впервые здесь под руководством Марины Эшба как председателя прошли первые выставки Союза художников и не только. В марте строители приступили к ремонту здания. Около 2 месяцев велись демонтажные работы. Затем уже конструкторы, строители, они рассматривали объект на возможность его сохранения и дальнейшей реставрации, реконструкции. И вот посмотрите, мы с вами сейчас видим стену бетонную, но это новая стена. Если бы мы сюда пришли с вами в марте, здесь кроме вот фасада и вот этих стен ничего не было. То есть вся деревянная часть конструкции выгорела, и была серьезная угроза обрушения здания. Значит, мы потеряли бы и фасад. Поэтому строители сделали огромную работу, которая связана с тем, чтобы укрепить все конструкции. Сегодня здесь, вот вы видите, бетонные перекрытия. Они пристроили трехэтажное здание со стороны двора. И это, в свою очередь, позволило залить пояс, вы видите, поверху, и установить такую вот крышу сложную, большую, это 700 квадратных метров металлоконструкции. Здание Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии в Сухуми имеет историко-культурную значимость как памятник архитектуры. Оно было построено в 1912-1914 годах и изначально принадлежало отделению Азовско-Донского коммерческого банка. На фронтоне здания художник-декоратор Пишт написал панораму Сухума с моря, которая сохранилась и поныне. Объект восстанавливается с учетом историко-культурной значимости памятника архитектуры. Сегодня кровельщики завершают свою работу. Действительно, строители пошли нам навстречу. Все эти работы в условиях отсутствия денег в нашем государстве делаются в долг. Но, тем не менее, очень важно было завершить этот этап работы. И большое, конечно, им спасибо, они это сделали. Здесь есть предметы охраны. Видите, это фреска. Здесь уникальные перила, которые тоже сохранились. Здесь оригинальный план самого здания, входная группа очень интересна. Поэтому мастера, которые здесь работают, у них есть опыт работы с памятниками архитектуры. Это и Бедийский храм, и Моковский храм. И поэтому все, что здесь делается, делается с очень бережным отношением к предметам старины. На данный момент завершен первый этап восстановительных работ в здании Союза художников. Эльвира Арсалия выразила надежду, что в текущем году будет реализован и второй этап, что позволит открыть выставочный зал на 1-м этаже. И мы очень надеемся, что в 2025 году, а это год юбилейный, 60 лет залу выставочному и 85 Союзу художников. Мы очень надеемся, что в следующий раз мы с вами встретимся уже на 1-м этаже и откроем выставку художников. А вообще мы даже сегодня говорили о том, что такие живописные стены, может быть, мы здесь проведем однодневную выставку художников, и это позволит вот еще раз зайти зрителям, посетителям, да, пусть даже в такое пространство, чтобы вдохнуть сюда вот эту вот творческую энергию созидания, которая так необходима. В настоящее время строители проводят необходимые работы и в здании на улице Пушкина, которое внесено в реестр объектов историко-культурного наследия и было выделено Национальной картинной галерее Владиславом Арзенбо в 1999 году. Параллельно ведется и реставрация уцелевших картин. Сказать о реставрации практически ничего невозможно. Почему? Потому что российские коллеги, которые приехали, они занимались... Ну, в целом, конечно, можно называть реставрацией, но это была консервация. Значит, эти специалисты проехали по договору Министерства культуры России и Абхазии, и они работали в течение 2 недель. Там были с больших музеев, очень известных, и реставрационных центров. Эти специалисты, которые приехали, работали с нашими местными. Ну, во-первых, значит, те, которые приехали, они определили, какие работы нужны для, скажем, авральной работы, для быстрой, значит, да, сохранения, что нужно было делать, и они в этом помогли. Это более 62-64 работ, закрепительные работы провели.
Ну и с тех пор, конечно, определенные работы проводят, но в такой авральной системе мы уже не можем проводить. Во-первых, здание не приспособлено для реставрационных работ, не только для реставрации, но и для хранения. После пожара картины были перемещены в здание, предоставленное Министерством культуры, а благодаря договоренности, исполняющей обязанности главы ведомства Динары Смыр с Борисом Чулари, часть уцелевших работ хранится в Национальной библиотеке имени Папаскер. Сурам Сакани высоко оценил приезд в Сухум большой группы реставраторов из России, что стало возможным благодаря взаимодействию Министерств культуры двух стран. Государство взяло на себя обязательство, что место, которое нам было выделено, здание, которое сохранилось, будут ремонтироваться. Действительно, очень быстро начали ремонтные работы, проектные работы, ремонтные работы. Крышу заменили, то сделали, это сделали, много чего. Сделано более 65 наверняка процентов, ну плюс-минус какие-то проценты, я сейчас не могу определить. Работы проведены, но остались, конечно, в меньшей степени, но то, что осталось в меньшей степени, это очень необходимо для картинной галереи. Почему? Потому что нужно создавать условия для реставрации, нужно создавать условия для хранения. Почему? Потому что климатические условия, влажностные, температурный режим обязательно для и реставрации, и для хранения. Все это условия требуются определенные приборы, определенные какие-то инструменты, определенные какие-то такие дела, которые даже, может быть, обойдется дороже, чем ту стоимость, которая уже потрачена. Пожар лишил Абхазию произведения Александра Чачуба-Шервашидзе, многих работ Варвары Бубновой, Бориса Петрова, Владимира Кандарева, Марины Эшба, Виталия Лакарба, Валерия Гамге, Виталия Дженя, Амирана Адлиба, Ольги Брендель и других художников. Ситуация осложнилась тем, что до трагедии была оцифрована лишь часть работ. Кроме того, диски с копиями картин находились в хранилище и тоже были уничтожены огнем. Шазина Ханагуа, Рамо Камке, Абхазское телевидение.